Борис Ашуба впервые показал широкой публике свои работы. Для многих, даже для близких друзей, это стало настоящим открытием, поскольку Бориса до сих пор все знали как экономиста, специалиста банковской сферы. Да и сам он не прикасался к холсту с 1992 года, с начала трагических событий, связанных с войной. Но детские впечатления, красивейшие родные пейзажи, боль за ушедших во время войны и персонажи литературных героев — все это искало выход. И 3 года назад Борис вновь взялся за кисть. Результат — около 150 картин в разных жанрах и технике. Каждому человеку, который занимается творчеством, это должно нравиться. Нравится. Вот мне нравится, я это делаю. Это вот откуда-то там из глубины идет. Вот если судить по моей выставке, это война, которая унесла очень много молодых жизней, и мы, безусловно, должны чтить их память. Это боль, и мне тяжело это писать, это рисовать, воспроизводить, но это я делаю. А вот за моей спиной это мое детство. Это мое детство, это мое счастье, потому что у меня было прекрасное детство. Я хочу, чтобы у каждого ребенка было красивое детство. По признанию автора, у него нет никаких внутренних преград для творчества. Он смело создает картины совершенно в разных жанрах. Это и портреты, и пейзажи, и натюрморт. Также свободно он использует техническое разнообразие. Для создания своей композиции Борис использовал не только шелк, но и засушенные лепестки роз. Родная абхазская литература дала толчок к созданию целой серии портретов. Важное место в творчестве занимает история. Трагедия народа махаджирства — одна из центральных тем. Война, не дававшая ему так долго вернуться к творчеству, теперь воплощена в картинах. Это портреты бойцов, защитников Отечества. Будучи самоучкой, Борис Ашуба сумел заслужить уважение профессиональных художников. Я Бориса знаю с 2015 года, и, можно сказать, я видел начало его творчества, как он все это начинал. Сначала были работы не очень уверенные, а потом буквально за 2-3 года, вот, до нынешнего времени, он вырос в такого маститого художника. Наверное, чувствуется еще вот эта любовь к родине. Он так проникся всем этим. Цвета Абхазии, тема предков. Там работы очень сильные. И еще что хочу сказать, он сам по себе светлый человек очень. И просто очень отличный друг. Открытие выставки посетили многие соотечественники, проживавшие в Москве, в числе которых почетный президент Конгресса абхазо-абазинского народа Тарас Шамба, глава московской абхазской диаспоры Беслан Агарба, глава торгового представительства Абхазии в России Олег Барцыц, замдиректора Московского дома национальностей Алексей Дрожин. Они поздравили художника с таким важным событием в его творчестве. Большую помощь в организации выставки оказала советник посла Абхазии в России Татьяна Гулия. Окончив Сухумское художественное училище, где сейчас, так сказать, преподают очень сильные, очень интересные творческие люди, педагоги, он никогда не расставался с кистью и холстом. Эту выставку Борис посвятил 25-летию нашего большого общего праздника. Все работы Бориса Ашуба связаны одной темой. Это глубокое сопереживание всем трагическим событиям, выпавшим на долю нашего народа. Это безмерная любовь к родине, глубокое знание истории, традиций и уважение к старшим. Саид Джарсалия, Нонна Кокоскер, Анна Кузнецова, Москва для абхазского телевидения.